Здравствуйте, мальчишки и девчонки, здравствуйте, уважаемые родители. С вами программа «Бергаляб и Раник». С Новым годом поздравляем всех вас, ура! Мы готовы вам представить участников сегодняшней игры. Вы их видите сейчас на своих экранах. В первой команде у нас Ильхам вместе с мамой Анастасией. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть. Во второй команде Лейсан вместе с мамой Венерой. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в нашу новогоднюю праздничную программу. Говорить мы сегодня будем про Новый год, про все, что с этим связано. Но для начала давайте познакомимся с нашими участниками нашей программы. Начнем мы с Ильхамом. Ильхам очень общительный, веселый, творческий, добрый, любит рисовать, снимать видео, сам сниматься на камеру, еще любит животных. У него 3 кошки, 1 кот, а самая любимая его кошка – это Моника. Ильхам любит петь, учился 2 года на виолончели, ходил на кудо, в бассейн, участвовал в соревнованиях. Недавно начал посещать художественную школу, собирается ходить в театральный кружок. В свободное время любит кататься на велосипеде, самокате, роликах, ездить в деревню в гости. А мечтает он стать блогером. Давайте узнаем, почему. Ильхам, почему мечтаешь стать блогером? Чтобы там деньги зарабатывать. Лайки получать. Лайки получать, деньги зарабатывать. А как ты думаешь, профессия блогера, она легкая или тяжелая? Тоже тяжелое. А что тяжелого в этой профессии? Почему она такая? Сниматься надо, да, постоянно? Но там же ты понимаешь, что блогеры там все свои ролики сами придумывают. Это тоже время занимает. Это все очень сложно. Ты еще ходил на кудо. Да, я ходил. Но сейчас уволился. Уволился оттуда, хорошо. Для меня, не совсем образованного человека, расскажи, пожалуйста, что такое кудо? Кудо – это там, где надо заниматься. Там еще иногда биться. Биться? То есть это такое единоборство такие, да? Кудо. Анастасия, что такое кудо? Единоборство. Единоборство, восточное. То есть да. разновидность такая. Хорошо. Ильхам, ты любишь животных, да, еще? Да. Почему? За что так любишь? Потому что они такие милые. Здорово, классно. Да. Но больше всего я люблю Монику у себя дома. Да, твоя кошка самая любимая, да? Хорошо. Анастасия, расскажите, пойдет ли он по вашим стопам, станет ли музыкантом? Ой, даже не знаю. Мы пробовали учиться 2 года, но у нас не пошло. Уволились. Да. Он уволился с виолончели. Да, причем по его желанию он не захотел дальше продолжать. Вот такую мечту стать блогером разделяете? Можно попробовать, почему нет? Но я думаю, что это будет больше второстепенной какой-то профессией. Вообще он хочет стать, у него мечта, зубным врачом. Да, серьезно, ты хочешь стать стоматологом? А ты сам не боишься стоматологов? Нет. Нет? Ну все, слушайте, можно я первый буду на очереди в запись? Ладно, когда Больше всего я не люблю, когда мне в зубы укол делают. Зубы укол. Когда делают в зубы укол, потом становится не больно. Называется анестезия. Есть такая штука, обезболивающая, простыми словами. Я буду первым, ладно, на очереди. Когда будут болеть зубы, будешь меня принимать со скидкой? Хорошо, все. Видите, как здорово вообще встречать в нашей программе гостей. Можно сразу о скидках через несколько лет договориться. Надеюсь, если они вспомнят потом вообще меня, кто я такой. Но давайте знакомиться со вторыми героями. Точнее, это Лейсан и мама Венера. Лейсан у нас очень доброжелательная, жизнерадостная, любит рисовать, лепить, легко находит контакт со сверстниками, очень заботливая, занимается музыкой, ходит на хор, играет на скрипке, сходит в модельную школу IG Models, любит фотографировать, участвует в различных показах, хочет стать модельером, а в свободное время любит гулять с семьей в парках. Так, Лейсан, почему ты хочешь стать модельером? Рассказывай. Я хочу придумывать свой дизайн, например, футболок, штанов, юбок и платьев. Для чего? Чтобы воплотить свою мечту. А сейчас уже что-то придумывала, какие-то модели, да? То есть она... Я уже нарисовала то, что я хотела. Я один раз нарисовала одно платье. Оно было... Интересные довольно-таки у нее фантазии, такие очень интересные. Оно было синее, синее с белыми точками. Здорово. Помимо этого она еще подходит так: мам, тебе это платье надо? Не, ага, все. Нет его. А вы вот так и рушите детские вещи, между прочим. Не ругаю, раз хочет, пусть я только Да, поддерживаю. конечно. Расскажи, пожалуйста, Лейсан, знаешь, о чем? Какое твое самое заветное желание? Я хочу еще сестренку.
Меня расслышали? Слышу. Вот, так что, друзья, видите, иногда неожиданные желания бывают в нашей программе, но я еще сказал, что ты занимаешься... Ага, говори. У меня еще есть братик, но я хочу еще сестры. А, братик, естественно, подружка нужна просто, семье, конечно. Я сказал, что ты еще занимаешься музыкой, да? Да. А любишь петь? Да. А можно тебя попросить спеть какую-нибудь песню? Все-таки Новый год у нас сегодня. Такая праздничная программа. Что это за праздник? Полон песен разных и бежит веселый, самый длинный хоровод. В всех нарядах ярких дети ждут подарков, потому что знают дети, скоро Новый год, а Дед Мороз домой летом не придет. Он ждет зимы и грустно вздыхает. Но наступил, Новый год, и все сверкает вокруг и сияет. Аплодисменты, спасибо большое. Очень классная новогодняя песня, очень интересное, классное исполнение, молодец. Продолжай заниматься творчеством, продолжай развиваться, все будет у тебя хорошо. Анастасия, я вижу у вас скрипка. Оставим ее напоследок. Да, в конце программы будет еще одна классная композиция от Ильхама и Анастасии. Но, друзья, давайте все-таки перейдем к нашей программе. Будем сегодня изучать слова, которые связаны с Новым годом. Мы начинаем. Это программа «Бергаляп и Ряник». Напоминаем, что у нас сегодня новогодняя праздничная программа. Друзья, я думаю, что вы сейчас сидите всей семьей у телевизоров, отдыхаете, наслаждаетесь каникулами. Ну и, конечно, готовы вместе с нами изучать слова. Первый тур называется «Jawab Tap», «Найди ответ». Мы записали рассуждения детей, которые говорят о различных вещах, предметах, людях, связанных с Новым годом, с праздником этим. Ваша задача угадать, о чем идет речь. За каждый правильный ответ получаете 1 балл. С кого начнем? Кто будет первым отвечать? Вопрос простые. Так, Лисан, все, отлично. Первая подняла руку, тебе будет первый вопрос. Смотрим. Это люди, с которыми я играю. Они маленькие и любят прыгать и бегать. Они поддержат меня, если мне грустно. Итак, Лисан, о ком шла речь? У друзьях. О друзьях, совершенно верно. Действительно, о друзьях. У тебя много друзей и подруг? Ну, да. Ну, хорошо, это очень здорово. Вот я тебе скажу, там меня вот ваши мамы поддерживают, что с возрастом настоящих верных друзей становится меньше. И это очень ценно, когда ты точно знаешь, кому ты можешь доверить все свои секретики. Так что выбирай. Друзья по-татарски «дуслар». Это слово мы с вами запоминаем или вспоминаем для тех, кто его знает. И приступаем ко второй команде. Ильхам, готов? Давай смотреть вместе. Они могут помогать в любых случаях. Они могут, если вы застряли, они могут вас достать. Они могут свою игрушку достать. Еще они могут себе сделать сыну леденец. Это те люди, которым не покупают вот игрушки и сладости. Но они еще могут наругать и наказать. Нравится мне Арслан все-таки сегодня в нашей программе. Семья. Семья, правильно, молодец, отлично, правильный ответ. Да, 2024 год был годом семьи. Действительно, мы много на протяжении этого года говорили о семьях, о родных и близких. Семья по-татарски будет «гайля». Продолжаем. Лейсан, готова? Смотрим. То, что мы загадываем, это то, о чем мы вместе читаем. Это может быть очень большим или маленьким. Оно может исполниться. Когда ты захочешь что-то и хочешь угадать, когда что-то съел. Например, съел гриб. Для этого нужно закрыть глаза и представить что-то на руке. И если сильно захотеть, появится. Нет, не получилось. Еще можно загадать, деньги получить. Очень классные вообще мысли у нашего подрастающего поколения. Но вернемся к нашим командам. Лейсан, как ты думаешь, что это? Желание. Желание. Какое твое самое заветное желание? Мы же узнали, да, что ты хочешь сестренку, да, еще. Точно, мы же буквально пару минут назад об этом разговаривали. Это желание, правильно, молодец, отлично. Конечно, все пожелания, друзья, для вас будут в конце нашей программы, поэтому оставайтесь с нами. А желание по-татарски будет
телег. Еще одно слово в нашу копилку. Ильхам, продолжаем с тобой и смотрим для тебя вопрос. Она может выходить из такой особенной палочки. Нужно ей махнуть, все будет. Волшебство. Волшебство, правильно. С помощью волшебства, конечно, появляются подарки у Деда Мороза и Снегурочки. У них очень много помощников, которые им помогают делать волшебные дела. Волшебство по-татарски «талсам». И у нас на очереди 5-й вопрос. Его мы смотрим все вместе, обе команды. А кто будет отвечать, узнаем у нашего компьютера. Готовы? Смотрим. Это большой стол, на котором есть скатерть и на которой очень много еды. И, конечно же, конфет. Итак, уважаемый компьютер, выбери, пожалуйста, команду, которая будет отвечать. Лисан, тебя выбрал наш компьютер. Итак, как ты думаешь, что это за слово такое? Событие, можно сказать. Бейрем. Да, Бейрям – праздник. Вот во время этого праздника вся семья собирается вместе. Они вместе кушают, что-то там друг друга поздравляют. Вот как этот процесс называется? Они собираются за столом, и отсюда слово тоже. Я думаю, Венера, вы сейчас нам поможете. Мы думаем, что это застолье. Застолье, да, совершенно верно. Молодцы. Действительно, вот такое новогоднее застолье, конечно, в преддверии Нового года, я думаю, что было у каждой семьи, когда все вместе собирались, загадывали желания и, конечно, смотрели новогоднее обращение президента и просто классно проводили вместе время. Застолье по-татарски «тобан». На этом первый тур завершен. Итоговые баллы после первого тура вы прямо сейчас, уважаемые зрители, видите на своих экранах. Ну а мы продолжаем. Мы продолжаем программу, и давайте вспомним слова, которые мы с вами сегодня выучили. Итак, Ильхам, как будет по-татарски «друзья»? Дослар. Дуслар, отлично. Лейсан, тебе слово «семья». Гойля. Гойля, отлично, прекрасно. Ильхам, желание, как будет по-татарски? Телек. Телек, здорово. Лейсан, тебе досталось слово «волшебство». Тылсым. Талсам, отлично. Ильхам, тебе слово «застолье». Табен. Табан, молодцы, справились с этим маленьким заданием вместе с вами, дорогие зрители. Повторили изученный материал. А теперь давайте перейдем ко второму туру. Он называется «Истеколдер». Запомни, прямо сейчас, уважаемая команда, на экране появится 9 ячеек. 9, там будут 9 картинок. Это те слова, которые мы с вами выучили сегодня. Ваша задача запомнить, где что находится и как располагается. Готовы? Запоминаем. Итак, время вышло. Давайте задавать вопросы. Ильхам, в этом туре начнем с тебя. Скажи, пожалуйста, где находится картинка, которая обозначает волшебство? 2. 2. Хорошо, открываем цифру 2. Там волшебство. Да, правильный ответ, молодцы, отлично. Лисан, где на этой картинке друзья? На первый. Точно? Да. Уверена? Да. Ну, прям на 100%? Да. Хорошо, открываем цифру 1. Да, там друзья разные. Такая, наконец-то у меня все получилось. Молодец. Ильхам, где находится желание? Картинка, которая желание обозначает? 4. 4. Хорошо, давайте откроем цифру 4. Итак, это правильный ответ. Молодцы. Это желание. 1 балл вы получаете. Лисан, где находится... так, что тебя спросить-то? Семья. На 7. 7. Почему ты так думаешь? Я запомнила картинку там на 7. Хорошо, давайте. Семья находится по цифре 7. Спасибо. Очень оригинально постарались наши редакторы, потому что в цифру 7 они заложили слово «семья». Да, 7, семья. Молодцы. Молодцы, товарищи редакторы. Спасибо вам большое. На очереди 5-й вопрос. Кто будет на него отвечать? Ильхам, тебя выбрал компьютер. Скажи, пожалуйста, где находится застолье? И эта цифра твоя любимая? 5. 5. Давайте откроем цифру 5. Подождите хлопать. Вот теперь надо хлопать. Там застолье, да, это правильный ответ. Тобан. Ну что, на этом второй тур, друзья, завершен. У нас ничья. Все решится в 3-м туре, где не будет ни одной подсказки. Это программа «Бергеля Иряник». Давайте еще раз вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Итак,
Друзья, дуслар, семья, гаиля, желание, телек, волшебство, толсым, застолье, табан. Мы готовы перейти к третьему туру. Я уже сказал ранее, что здесь, в отличие от других программ, не будет подсказки. Должно же какое-то волшебство произойти в Новый год. Оно сейчас и произойдет. На экране появится для каждой команды 3 картинки. Итак, Лейсан, для тебя на экране 3 картинки. Вот они. Это шляпа фокусника, это палочка, это фея. Толсым. Толсым волшебство. Почему? Ну, потому что фея, она, Что она колдует, да, творит волшебство. Хорошо. палочка, Ну, потому что не волнуйся, все хорошо, не переживай. потому что она волшебная. Волшебный, так. А шляпа? Чья же ты шляпа? Шляпа это тоже, У кого она бывает обычно? у фокусника. У фокусника. Потому что, когда они показывают, что там ничего нету, вдруг они вот так вот рукой проводят, и там уже что-то появляется. Что-то появляется. Это тоже волшебство, да? Это правильный ответ. Молодцы, отлично, здорово. Итак, то же самое задание, Ильхам, но картинки другие. Хорошо? Давайте посмотрим картинки для тебя. Тут у нас что есть? Что на экране мы видим? Еду. Да по-русски говорите. Застолье. А вы думаете, что это застолье? Почему? Ну, еда, потому что стол. Еда, стол и... Ну, тут еще люди, конечно. Так, а люди как-то связаны с застольем? Ну Интересно. да, конечно, они же сидят за столом. Логично, да. Это правильный ответ. Молодцы. Здорово, отлично. Мы завершаем нашу программу. Прежде чем мы перейдем к результатам и к награждению, я, с вашего позволения, хочу услышать песню. Если это возможно. Я обещал, что Ильхам, Анастасия приготовили для нас песню. И с удовольствием ее послушаем. И поздравим всех с Новым годом. Как бы не было зимы, а все время лето, мы не знали кутерьмы новогодние ты. Не спешил вот Дед Мороз к нам через сухой лед на речке вниз замерз. Кабы, 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 лед на речке вниз замерз. Кабы, кабы, кабы. Аплодисменты, спасибо большое. Присаживайтесь, пожалуйста. Действительно, такое классное настроение сразу появляется. Продолжаются новогодние праздники. Продолжается, конечно, торжество, визиты к родственникам, друзьям. Но мы остановились на чем? На том, что мы подводим итоги нашей игры. В нашей сегодняшней программе побеждает дружба. Я поздравляю обе команды, молодцы. Ну и, конечно, вручаем нашим участникам памятные подарки. Нашим детям, нашим маленьким участникам мы дарим памятные подарки. Это волшебный блокнот, который исполняет желания. Туда можно все записывать, все свои мысли. В следующем году написать письмо Деду Морозу, и все обязательно сбудется. А нашим взрослым подарок – это уважение и почет, и аплодисменты. Спасибо, что вы пришли к нам. Друзья, с Новым годом! Пусть этот год будет ярким, пусть этот год будет запоминающимся. Пусть все будут здоровы, счастливы на этой земле и, конечно, больше улыбок. Улыбайтесь чаще, друзья, и тогда мир станет ярче. На сегодня все. С Новым годом! Пока-пока!